Ассаламу алейкум, дорогие друзья! Это видео записывается 16 марта 2018 года. Хочу сказать об одной рассылке, которая ходит по WhatsApp из телефона в телефон. Рассылка эта начинается словами «Зов о помощи». И далее говорится, что некий человек по имени Шамиль Газиев, который находится в колонии ИК-15 Иркутской области, подвергается пыткам, издевательствам о том, что ему не дают молиться, о том, что его избивают во время намаза, что подвергают его каким-то унижениям. Дело в том, что это сообщение очень старое, оно 2015 года. В 2015 году я его впервые получил и тогда же переправил нашему представителю главы Чеченской Республики в Иркутской области Лечи Курбанову. Спустя некоторое время Лечи Курбанов мне сообщил о том, что они, используя ресурс свой общественный, через общественные институты Иркутской области, обратились к УФСИН Иркутской области и прошли в это исправительное учреждение, встретились с этим Шамилем Газиевым и еще несколькими людьми, которые отсюда, из Чеченской Республики, которые находились там, в этой самой колонии. Лечи сказал, что Шамиль Газиев и 4 чеченцев, которые там находились, они подтвердили то, что было написано в этом сообщении, подтвердили, что действительно начальник колонии ведет себя очень агрессивно и очень часто нарушает права заключенных. Они так сказали. И Лечи Курбанова и его товарищи использовали свои возможности через общественные институты Иркутской области, обратившись в УФСИН Иркутской области, они добились того, что вот этого Шамиля Газиева и еще несколько человек, которые с ним находились, которые в том числе подвергались вот таким, скажем так, гонениям, их перевели в другую колонию Иркутской области. Если говорить точнее, то их перевели в колонию ИК-6. Далее, этот вопрос в то время еще завершен. Лечи единственное мне сказал, что сам Шамиль Газиев, он не стал спрашивать, кто он по национальности, но единственное сказал, что он не чеченец. Я это говорю не для того, чтобы там кто-то сейчас начал разделять, там, чеченец, не чеченец. Я говорю просто для того, чтобы внести ясность в этот вопрос. Далее, Шамиль Газиев и 4 чеченцев, которые с ним там находились, они были переведены в другую колонию. И, как сказал Лечи Курбанов, из той колонии они от них получили сообщение о том, что там нет никаких нарушений, там, что их права не нарушаются, что у них все в порядке. Вопрос закрыт. Вопрос закрыт еще в 2015 году. Сейчас 2018 год. Я не могу понять, кто этот человек или кто эти люди с каким-то маниакальным упорством 2-3 раза ежегодно это же сообщение про Шамиля Газиева с 2015 года, каждый год 2-3 раза, через каждые несколько месяцев выбрасывается в сеть, и мы упорно все начинаем это сообщение рассылать. Вот периодами. Проходит какой-то период, я начинаю с разных номеров, наперебой мне шлют это же самое сообщение, я начинаю его получать. Я его, наверное, получил раз 500-600 за эти 3 года. Огромное количество раз я получил это сообщение. И каждый раз почему-то снова и снова какой-то человек его рассылает. Когда я начал его получать в январе 2018 года, сейчас, снова, после полугодового перерыва, я удивился, подумал, может быть, что-то у них опять изменилось, что их обратно, может быть, вернули в ту же самую колонию, может, что-то поменялось.
и обратился в наш республиканский УФСИН, Управление Федеральной службы наказаний по Чеченской Республике, и задал один единственный вопрос. Попросил узнать, находится ли в данный момент Шамиль Газиев в Иркутской области в колонии ИК-15, или он находится в другой колонии. Вот именно это было принципиально. Старое это сообщение или все-таки что-то поменялось? После некоторой проверки в нашем республиканском УФСИН мне ответили, что им пришел ответ на их запрос в УФСИН Иркутской области. Пришел ответ, и в этом ответе написано, что Шамиль Газиев находится в ИК-6 Иркутской области, совсем другом исправительном учреждении. То есть в том самом, наверное, в который его и перевели Лечи Курбанова и его товарищи в 2015 году. То есть вот эта информация, которую мы рассылаем, вернее, я-то ее не рассылаю, я ее проверяю со своими товарищами, но люди ее рассылают активно снова и снова. Эта информация 2015 года, она старая, и она не имеет под собой уже никакой основы. Пожалуйста, огромная просьба, если вы получите сообщение о том, что где-то Шамиль Газиев нуждается в помощи, что у него какие-то там проблемы в ИК-15 Иркутской области, удалите, пожалуйста, это сообщение, оно старое, оно уже просто невероятно надоело. Вот нашей команде оно просто невероятно надоело за эти несколько лет. Скажу еще, что сейчас, когда мы посылали запрос, в нашем УФСИН мне ответили о том, что Шамиль Газиев сам родился в городе Грозный, по национальности является аварцем, и о том, что я не помню, какая у него статья, я, честно говоря, не интересовался этим, мне это было не так важно, мне было важно проверить, в какой он колонии находится. Мне сказали, по крайней мере, так сказали в УФСИН, что у него вот жизненный уклад со всеми там татуировками, какие-то воровские понятия, там другое, третье. Вот он живет такой жизнью, как мне объяснили. Если это, конечно, правда, это наш УФСИН получил такой ответ от УФСИНа Иркутской области. И какой бы жизнью он ни жил, но то, что сообщение в WhatsApp ходит, оно уже устаревшее. Огромная просьба к вам. Удалите, пожалуйста, это сообщение и не рассылайте его, пожалуйста. Огромная к вам просьба. Дейл рейс хольшум масана, дал это был. И сообщение, что кача общею, когда я катишуйки мелчок вардини. Докум дукет, хазнея санч и цатаг ухуэ, да им даскуш уже, да что дукет даскуш. Махая тишуйки, да я катиши сообщение, дейл рейс хольшум. Дал имя не осоду хилы.